Безопасность в интернете. В настоящее время во всем мире наблюдается резкий рост инцидентов в области информационной безопасности, которые имеют широкое распространение и приобретают угрожающий характер. Компьютерные злоумышленники и мошенники используют интернет для похищения информации, извлечения незаконной прибыли, причинения вреда конкурентам. Ежедневно появляются новые жертвы хакеров и прочих сетевых хулиганов, чаще всего пострадавшие от собственной неосведомленности. Особенно важно оградить детей от подобных угроз, обеспечить их защиту от контактов в интернете с нежелательными людьми, от знакомства с материалами, опасными для детской психики, от вредоносных программ и интернет-атак. Классификация интернет-угроз. Интернет-угрозы классифицируются на контентные и коммуникационные риски, а также на риски, связанные с электронной безопасностью. Контентные риски. Контентные риски связаны с потреблением информации, которая публикуется в интернете и включает в себя незаконный и не предназначенный для детей контент. Неподобающий контент. Неподобающий контент включает в себя материалы, содержащие насилие, эротику и порнографию, нецензурную лексику, информацию, разжигающую расовую ненависть, пропаганду анорексии и булимии, суицида, азартных игр и наркотических веществ. Незаконный контент. Незаконный контент включает в себя материалы, содержащие материалы сексуального характера с участием детей и подростков, порнографический контент, описание насилия, в том числе сексуального, экстремизм и разжигание расовой ненависти. Коммуникационные риски. Коммуникационные риски связаны с межличностными отношениями интернет-пользователей и включают в себя контакты педофилов с детьми и киберпреследования. Незаконный контакт. Незаконный контакт – это общение между взрослым и ребенком, при котором взрослый пытается установить более близкие отношения для сексуальной эксплуатации ребенка. Киберпреследование. Киберпреследование – это преследование человека сообщениями, содержащими оскорбления, агрессию, сексуальное домогательство с помощью интернет-коммуникаций. Также киберпреследование может принимать такие формы, как запугивание, подражание, хулиганство и социальное бойкотирование. Электронная безопасность. Риски, связанные с электронной безопасностью, относятся к различной кибердеятельности, которая включает в себя разглашение персональной информации, выход в сеть с домашнего компьютера с низким уровнем защиты, онлайн-мошенничество и спам. Вредоносные программы. Вредоносные программы — это программы, негативно воздействующие на работу компьютера. К ним относятся вирусы, программы-шпионы, нежелательное рекламное программное обеспечение и различные формы вредоносных кодов. Спам. Спам — это нежелательные электронные письма, содержащие рекламные материалы. Также нежелательная почта может содержать вредоносные программы в виде самозапускающихся вложений. Кибермошенничество. Кибермошенничество – это один из видов киберпреступления, целью которого является обман пользователей. Хищение конфиденциальных данных может привести к тому, что хакер незаконно получает доступ и каким-либо образом использует личную информацию пользователя с целью получить материальную прибыль. Способы защиты от интернет-угроз. Как помочь ребенку избежать столкновения с нежелательным контентом? Приучите ребенка советоваться со взрослыми и немедленно сообщать о появлении нежелательной информации подобного рода. Объясните детям, что далеко не все, что они могут прочесть или увидеть в интернете, правда. Приучите их спрашивать о том, в чем они не уверены. Старайтесь спрашивать ребенка об увиденном в интернете. Зачастую, открыв один сайт, ребенок захочет познакомиться и с другими подобными ресурсами. Включите программы родительского контроля и безопасного поиска, которые помогут оградить ребенка от нежелательного контента. Постоянно объясняйте ребенку правила безопасности в сети. Помните, что невозможно всегда находиться рядом с детьми и постоянно их контролировать. Доверительное отношение с ними, открытый и доброжелательный диалог зачастую может быть гораздо конструктивнее, чем постоянное отслеживание посещаемых сайтов и блокировка всевозможного контента. Как научить ребенка быть осторожным при знакомстве с новыми людьми в интернете?
Будьте в курсе, с кем контактирует в интернете ваш ребенок. Старайтесь регулярно проверять список контактов своих детей, чтобы убедиться, что они лично знают всех, с кем общаются. Объясните ребенку, что нельзя разглашать в интернете информацию личного характера, такую как номер телефона, домашний адрес и тому подобное, а также пересылать интернет-знакомым свои фотографии. Если ребенок интересуется контактами с людьми намного старше его, следует провести разъяснительную беседу. Не позволяйте вашему ребенку встречаться с онлайн-знакомыми без вашего разрешения или в отсутствии взрослого человека. Если ребенок желает встретиться с новым интернет-другом, следует настоять на сопровождении ребенка на эту встречу. Как предотвратить киберпреследование детей? Объясните детям, что при общении в интернете они должны быть дружелюбными с другими пользователями, ни в коем случае не писать грубых слов, читать грубости так же неприятно, как и слышать. Научите детей правильно реагировать на обидные слова или действия других пользователей. Не стоит общаться с агрессором и тем более пытаться ответить ему тем же. Возможно, стоит просто покинуть данный ресурс и удалить оттуда свою личную информацию, если не получается решить проблему мирным путем. Если ребенок стал жертвой преследования, помогите ему найти выход из ситуации. Практически на всех форумах и сайтах есть возможность заблокировать обидчика, написать жалобу модератору или потребовать удаления странички. Старайтесь следить за тем, что ваш ребенок делает в интернете, а также следите за его настроением после пользования сетью. Как предостеречь ребенка от кибермошенничества? Проинформируйте ребенка о самых распространенных методах мошенничества и научите его советоваться со взрослыми перед тем, как воспользоваться теми или иными услугами в интернете. Установите на свои компьютеры антивирус или, например, персональный брандмауэр. Эти приложения наблюдают за трафиком и могут быть использованы для выполнения множества действий на зараженных системах, наиболее частым из которых является кража конфиденциальных данных. Прежде чем совершить покупку в интернет-магазине, удостоверьтесь в его надежности. Объясните ребенку, что нельзя отправлять слишком много информации о себе при совершении интернет-покупок, данные счетов, пароли, домашние адреса и номера телефонов. Подробную информацию о вопросах кибербезопасности вы можете найти на сайте www.it.saha.ru.